Приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 26 апреля. Это у нас будет среда. Смотрим все знаки зодиака по очереди. От Овнов до Рыбок. Я смотрю по 6 знаков в двух частях. Начинаю с Овнов. Овны, 26 апреля, среда. События дня. Сразу же будильник первый выпадает и предупреждает вас: в среду будьте осторожными со временем. Особенно если вам куда-то надо на определенное время в среду, то прям вот можете опоздать. Колокольчик, пустые разговоры. Ножницы, решится вопрос. Весы, могут быть какие-то колебания, сомнения у вас в этот день. Или выбор. Шарики нельзя. Ключ. Все в ваших руках. Вот как захотите, так и получится. Слезы. Может быть сложный выбор. Слезы — это яблоко еще может показывать запретный плод. Да, то есть вот когда чего-то хочется, да, то есть вы стоите перед выбором, например, то, что хочется или то, что нужно, да, то яблоко покупаю то, что нужно, и запрещаю себе, да, то есть, ну, из-за этого и расстраиваетесь, слезы. Подарочек. Подарочек. Дальше нет, нет и нет. Значит, по диагоналям соединять нельзя. Конвертик вот нельзя соединить. Что-то мне еще, якорь, да, вот попадалось. В общем, нельзя. Смотрим, что получается. У вас в этот день будет проблема со временем с утра. Например, там может не прозвонить будильник. Вы можете куда-то очень сильно спешить. Поэтому вот учтите этот момент. Дальше у вас будут пустые разговоры. Решится какой-то вопрос. Подарок будет в руках. Также у вас все получится, потому что есть ключ, да, то есть поэтому вопросы решаются, да, благодаря ключу. Ну и также вот показывает, что вы стоите перед выбором, и почему-то есть слезы. Тут не знаю, то ли они с выбором связаны, может быть еще с часами, как вариант. Можно еще сюда, да, потому что это вот два события такие. Их нельзя назвать негативными, но они и не позитивные, да, то есть такие средненькие. Ну вот такая информация для вас, Овны. Благодарю за внимание. Перехожу к тельцам. Так, тельцы. Смотрим. 26 апреля. События дня для тельцов. Покажите мне. Луна первая выпадает. Это событие, которое повторяется каждый месяц с вами. Маска, обман. Поэтому вам надо быть осторожными. И ссора, видите, сразу выпадает метла. Да, то есть, возможно, маска с человека, да, слетит, откроется истинное лицо, и вы можете поссориться, как вариант.
Сейчас проверю горизонтали, вертикали. Флаг есть, победа. Цветочек, исполнение желания. И здесь нет. Так, значит, смотрим. У вас получилось 5 событий. Да, из них первое нейтральное, да, то есть оно показывает, что у вас может быть событие, которое повторяется каждый месяц. Ну, может быть, вы там что-то оплачиваете, получаете зарплату, не знаю, там, в общем, события, повторяющиеся постоянно. Дальше минус показывает, что маска, то есть кто-то вас попытается обмануть, ну, обманет, да, то есть, ну, возможно, вы узнаете об этом, да, то есть обман вскроется, и может быть ссора, метла. Это минус. А из плюсов показывает, что будет победа. Но опять же, да, то есть это может быть, например, вы с кем-то соревнуетесь. Да, то есть победа это всегда я и кто-то, да, то есть и я у этого человека выигрываю. Может быть, вот этот человек будет нечестно как-то себя вести. Да, то есть, ну, все равно, видите, по справедливости победа достается вам. И исполняется желание. Так что вот есть два хороших события, но нужно быть осторожными. Подсказывает, что кто-то вас может обманывать в среду. Вот такая вот информация для вас. Благодарю вас за внимание. Я перехожу к близнецам. Так, смотрим близнецы. Переложу, мне удобно тут брать. Смотрим близнецы. 26 апреля. События дня. Среда. Подарок. Книгу нельзя. Цыпленок. Цыпленок – это общение с детьми. У вас может быть, да, то есть может быть не ваши дети, там, не знаю, племянники, крестники, ученики. Или еще это может быть, если у вас вообще нет детей в окружении, да, то есть вы никак не связаны. Это может быть еще что-то новенькое, что-то маленькое, начинающееся только, да, то есть вот вылупляется цыпленок. Приглашение. Приглашение, подарок. Могут быть связаны. Горизонтали, вертикали не нашла я. Диагонали есть, да, какие-то события, но их нельзя соединять. Смотрим, значит, получается, у вас только 3 события показали. Да, то есть подарок, приглашение и дети. То есть это либо, может быть, на этом мероприятии, да, куда вас пригласят, будут дети, или это, может быть, будет какое-то новое место, где вы никогда не были. Может так. Либо еще что-то, может быть, какое-то маленькое место, может быть, там, где будете отмечать. Ну вот, такая информация для вас на среду. Благодарю за внимание. Перехожу к ракам. Раки, смотрим. 26 апреля. Среда. События дня.
ключик. Ключик может показывать в этот день интересные предложения, какие-то возможности, открытые двери. Ключ — это еще может быть какой-то очень важный ключевой день, да, то есть какое-то, не знаю, там грандиозное событие еще может уже ключ показывать. Видите, других событий нет, да, то есть вот весь акцент вот сюда, это что-то очень важное. Ну, есть еще новость в электронном виде, да, то есть информация, ну, какие-то новости, сообщения могут приходить в этот день. Так, ну проверяем горизонтали, вертикали. Колокольчик, пустые разговоры, может быть, будет с кем-то переписка или общение, может быть, там по телефону. Много разговоров, много-много разговоров. И радость, солнышко. Счастье, радость, такое удовлетворение. Интересно, как у вас получается. То есть показывает, что днем, да, то есть происходит какое-то важное ключевое событие, оно самое важное, потому что, видите, вокруг ничего нет, да, то есть карты говорят вот здесь, да, то есть все внимание вот здесь. Какое-то важное событие будет. И вечером, возможно, вы будете много общаться, разговаривать, переписываться с кем-то, по телефону общаться, и будете очень счастливы. Ну, вот так вот. Благодарю за внимание, раки, и перехожу я дальше ко львам. Смотрим, левушки. 26 апреля, среда. События дня. Удача. Вы первый знак, кому выпала подкова. Решение вопросов. Дорога. Будильник на определенное время, да, то есть либо решение вопросов, да, может быть встреча какая-то назначена, или поездка на определенное время, куда-то нужно приехать. Ну, в общем, будильник говорит, что лучше как бы давайте себе запасик, чтобы не спешить. Болезнь. Ну, здесь много вариантов. Здесь может быть и плохое самочувствие, и усталость, и посещение медучреждения может быть как вариант. То есть, может быть, вам надо пойти на какие-то процедуры, да, на определенное время в этот день. То есть тут любое событие связано со здоровьем. Цыплята рядом с часами, да, то есть цыплята — это дети. Может быть, надо ребенка забрать или отвезти куда-то на определенное время. Так, проверяю горизонтали, вертикали. Гости нельзя, я эту карту не могу сюда положить. То есть я могу ее только вот сюда, а повернуть не могу. Значит, получается у вас в этот день подкова, удача на вашей стороне. У вас решится какой-то вопрос. Может быть поездка,
Вам надо быть осторожными со временем, хорошо все просчитывать, общение с детьми и плохое самочувствие, да, то есть болезнь, либо, не знаю, просто какие-то процедуры, связанные с внешностью, может быть, со здоровьем. То есть это не всегда болезнь. Иногда это может быть просто усталость. Ну вот тема здоровья точно будет актуальна как-то в этот день. Здоровье, внешности. Благодарю за внимание. Перехожу к девам. Девы. 26 апреля. Среда. События дня. Конфликт показывает мечи. И деловой разговор. То есть в деловом разговоре, да, то есть будут два разных мнения. Может быть, конечно, это до конфликта и да, вот, не дойдет, но точно будут два мнения, и каждый будет отстаивать свое. Успех нельзя. Мешок с деньгами. Траты могут быть. Застолье. Траты на застолье. Продукты, может быть. Удача нет. Замочек. Может открыться какая-то информация. Цепь нельзя. Молнию нельзя. Здесь нет и здесь нет. Так, значит, смотрим. У вас, получается, будет какой-то деловой разговор в этот день. И он может, да, вот, быть таким конфликтным. Да, то есть тут однозначно будут разные мнения. Нужно постараться договориться, не ругаться. Дальше показывает, могут быть траты, застолье может быть. И также может еще открыться какая-то информация. Да, то есть та, которая была закрыта, спрятана, вот она выйдет наружу, вы что-то узнаете. Ну, вот такая информация для вас, девы, на среду. То есть предупреждение, постараться избежать конфликта. Благодарю за внимание. Дальше я перехожу к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня будет во второй части видео. Ссылочку на вторую часть я для вас уже оставила внизу под этим видео в описании. Нажимайте, переходите и увидимся с вами во второй части.